Как и прежде, Сухумский питомник научно-исследовательского института экспериментальной патологии и терапии является одной из ярких достопримечательностей столицы. Каждый из нас может понаблюдать за одними из самых интересных животных на Земле – обезьянами. Многолетняя история развития института и его роль в мировой науке бесценна. Переоценивать значимость открытий, сделанных здесь, невозможно. Многие проблемы инфекционной патологии были решены благодаря исследованиям в НИИПИТе. Здесь получено множество моделей для изучения различных болезней. Проводились радиобиологические, эндокринологические, гематологические и иммунологические исследования. Однако пандемия коронавируса внесла коррективы и в привычную жизнь института. Часть сотрудников работает по ковидной тематике. Одни на клиническом исследовании в республиканской больнице, другие в лабораториях СЭС выполняют молекулярно-диагностические методы исследования. Заведующая лабораторией иммунологии и вирусологии, заместитель директора по научной работе НИИПИТ Алиса Матуа, которая так же, как и ее коллеги, работает по направлению ковид, нашла для нас время. По ее словам, часть научно-исследовательских экспериментальных работ здесь все же продолжаются. В прошлом году мы запланировали 13 научно-исследовательских тем, но, к сожалению, из-за ковидной истории, скажем так, реализовать все эти научные изыскания наши не представлялось возможным. Вот уже год заканчивается. Но, несмотря на все сложности, все равно основные темы, которые остановить мы не могли, мы постарались все-таки совместить, несмотря на все сложности, эта работа продолжается. И, в принципе, телевидение тоже анонсировало на прошлой неделе, приезжали наши коллеги из Института Камалея, они уехали вот на этой неделе, и мы с ними сотрудничаем уже более 10 лет, достаточно успешно. Обсуждали, анонсировали, что совместная вакцина, которая прошла здесь доклинические исследования, прошла уже 2 этапа клинических испытаний в России. Мы сейчас находились на 3-м этапе исследования, но в связи с тем, что с этой пандемией, которая происходит во всем мире, пришлось приостановить эту работу там по клиническим исследованиям, но наша экспериментальная работа продолжается, и по приезду коллег мы продолжили этот эксперимент, осуществили заражение и ждем результатов. Институт, как и многие научные учреждения Абхазии, сегодня испытывает кадровый голод. В деле воспитания молодого поколения ученых большую работу проводит Абхазский государственный университет. Кафедра экспериментальной биологии и медицины выпустила немало специалистов. Большинство выпускников сегодня трудятся во всех научных учреждениях республики. По словам Алисы Матуа, именно эти специалисты сегодня, несмотря на то, что немало работы в институте, вместе со своими коллегами находятся на передовой и помогают в борьбе с COVID-19. Я очень благодарна нашему руководителю института, директору нашего института Сурабу Сонычу Миквабе, который позволяет, в принципе, своим сотрудникам, несмотря на то, что и здесь все равно всегда нужно выполнять определенную работу, быть полностью задействованным в ковиде. Так как и он, и мы все прекрасно понимаем, что на сегодняшний день первостепенная задача – это здоровье наших граждан и своевременно выполненная диагностика. Очень благодарна тем, которые к этому относятся с пониманием и все свои силы отдают на это направление, потому что наша первостепенная задача сегодня, кто бы где ни работал, объединиться и достичь одну общую цель – выйти с минимальными потерями из сложившейся ситуации. Не так давно в лаборатории был сделан ремонт. Исследование проводится с помощью современной техники, которая позволяет получить более точные данные. К примеру, если ранее для лабораторных испытаний использовались многоразовые инструменты, то теперь стеклянные пробирки заменили на более надежные пластиковые одноразовые контейнеры. Однако нехватка оборудования все же существует. Естественно, нужда была и, видимо, пока будет в каком-то оборудовании. К счастью, у нас есть, в принципе, базовое оборудование, с помощью которого мы можем проводить исследования, которые проводим до сегодняшнего дня. В принципе, уже известно, ни для кого не секрет, что мы далеко не первый год занимаемся исследованием и изучением безопасности, иммуногенности вакцинных препаратов, кандидатов в вакцинные препараты. Эта работа продолжается, и мы не имеем права ее останавливать даже в этот период, потому что это приоритетное направление. И пока очень надеюсь, что ситуация не будет усложняться, не будет хуже, чем сегодня.
И мы все-таки не остановим эту работу. Из 13 научно-исследовательских тем какие-то темы, безусловно, пришлось остановить, так как они были не первостепенные, а есть такие направления, которые останавливать нельзя. И для их выполнения частично, в принципе, по оборудованию и материальному обеспечению мы оснащены. Научно-исследовательский институт экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии начинал свою историю с Сухумского питомника обезьян, претерпевшего ряд реорганизационных превращений, сегодня насчитывает более 90 лет работы, а обитает здесь более 600 обезьян. Обезьян у нас несколько видов обезьян и подвидов. Обезьяны, как известно, являются лабораторными двойниками человека. Независимо от той ситуации, которая сейчас происходит, мы, естественно, обязаны при всех сложностях материальных, которые тоже имеют место быть, к сожалению, это животные, которые нуждаются в ежедневном уходе, кормежке, и сложностей много, но, тем не менее, все равно, естественно, их как ухаживали за ними, так и ухаживают. Этим непосредственно занимаются зоотехнический отдел. Кадров может быть и не так много, но сложности в зоотехническом отделе, в кадровом потенциале они были всегда, мы это озвучивали, в принципе, что касается непосредственно ветеринарной службы, ветеринаров. И надеемся, что со временем, и это направление будет в полном составе. Многоплановые исследования с целью открытия питомников для обезьян, предшествовавшие созданию Сухумского питомника, проводились в разных странах. Однако все они потерпели неудачи. Лишь Сухумский питомник, открытый в условиях благоприятных для обитания обезьян Старого Света, решил проблему акклиматизации этих животных. И будущее у института, безусловно, есть. Сария Кварацхеля, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.